Мы в музее Сардинских гор в Арицо представляем реконструкции выставки ассоциации «Импронт История» исторических следов. Здесь вы видите реконструкцию Нурагической башни в первоначальном виде с террасой и деревянным балконом на кронштейнах. Реконструкция очень интересна. Это масштабная модель Нураге Санта-Барбара-де-Синдия. Очень интересный Нураге. На внешней облицовке видны многочисленные отверстия по спирали, где размещались балки. Их называют пантайскими отверстиями или буки Пантая. Здесь вы видите внутреннее пространство Нурагической башни, реконструированной мастером Эфисио Бузанера по нашему проекту. В модели видны внутренняя камера, винтовая лестница и камера верхнего этажа. Здесь также видна лестница, ведущая наверх к террасе, с небольшим навершием, можно сказать, почти куполом, который обеспечивает защищенный выход из лестницы. Эта деталь, по крайней мере в нашей интерпретации, наблюдается и в моделях нурагов, где действительно присутствует такое небольшое завершение в виде стрельчатой арки. В чем идея, гипотеза, что во время дождя эта конструкция защищала лестницу от проникновения воды, которая со временем могла бы разрушить ее из-за этих протечек? Башня выполнена так, как она должна была выглядеть изначально после завершения строительства, поэтому отверстия для балок теперь свободны от вставленных бревен и опорных балок. И, наконец, башня завершается консолями, или точнее регименсолами, которые своей угловатой формой поддерживают галерею, в данном случае деревянную. Интересная деталь – это декор. Такой зигзагообразный узор, который можно увидеть не только на самих моделях нурагов, но и на некоторых миниатюрах нурагов, изображенных на нурагических вативных ладьях. Последняя крайне интересная деталь – это, конечно, наличие двери, но еще больше – большого окна верхнего этажа. Дверь – классический пример нурагического входа. Боковые косяки с количеством блоков от 3 до 7, архитрав, поддерживающий перекрытие проема, и так называемое архитравное окошко или разгрузочное окно, которое завершает сам вход. Затем, в данном случае довольно центрированно, в других случаях, наблюдается определенное различие между ориентацией входа и ориентацией большого окна. В этом случае окно точно совпадает с входом и имеет ряд весьма интересных деталей, включая обработку архитрава, закрывающего окно, но даже по бокам есть углубления, которые предположительно могли использоваться как пазы для окна или деревянной створки, которой буквально закрывали это отверстие. Последняя деталь, представляющая огромный интерес, это наличие двери, но еще больше большого окна на верхнем этаже. Дверь – классический пример нурагического входа. Боковые опоры с количеством камней от 3 до 7, архитрав для поддержки перекрытия проема и так называемое разгрузочное окошко над архитравом, которое завершает сам вход. Затем, в данном случае довольно по центру, хотя в других случаях наблюдается некоторое расхождение между ориентацией входа и ориентацией большого окна. Здесь окно точно совпадает со входом и имеет ряд интересных деталей, включая обработку самого архитрава, закрывающего окно, а по бокам есть углубления, которые предположительно использовались как пазы для окна или деревянные заслонки, чтобы буквально закрывать этот проем.